Добрый вечер. Я снова приношу вам свои извинения за то, что не вовремя вышли в эфир. К тому имелись некоторые организационно-технические причины, но все-таки мы выходим. И я мечусь между двумя событиями. Одним очень серьезным, другим комическим до уровня, что называется, трэшовости. Серьезное носит экономический характер. Во вторник Владимир Уйба объявил, что республика досрочно погасила коммерческий долг перед коммерческими банками на сумму 8 миллиардов рублей. Это действительно интересная новость, но она потребует, наверное, не менее получаса обстоятельной беседы. И, наверное, мы попробуем это как-нибудь в другом формате сделать. Трэш – это известная прокатившаяся по республике новость о том, что пьяный ухтинец залез в бюро ритуальных услуг и уснул в гробу. Но, собственно, что здесь комментировать? Это идеальный кейс антиалкогольной пропаганды. Поэтому вместо этих двух событий сосредоточусь на трех, как ни странно. Вот на каких. Первое. На интерактивной сказочной карте России, на которой представлено 30 с лишним регионов, и наша республика стала 34-м регионом, появилась Баба Йома. Второе событие. В Ухтинском заказнике Параськины озера появилась скульптура сыктывдинских народных мастеров «Бабушка Параська». Третье. В Сыктывкаре известный филолог Евгений Цыпанов издал словарь бранных слов и выражений на коми-языке «Коми витчен кывьес зев аслыщика скывкут». Вам не кажется, что это где-то на одной линии с точки зрения формирования имиджа республики? Ведь вот в чем дело. Официально, как это нам подают официально, в описании события относительно Бабы Йомы. Баба Йома – покровительница хозяек и домашнего хозяйства вообще. Вполне допускаю в определенных интерпретациях. Но лично из того, что слышал и читал в коми-сказках я, она вполне похожа себе на нашу классическую Бабу-Ягу. И Баба-Яга тоже интересный персонаж, но она отрицательный персонаж. Другое дело, что какая же мифология без отрицательных персонажей? Они гораздо интереснее положительных, как известно. Баба Параська, вероятно, положительный персонаж. Просто мне о ней лично ничего не известно, кроме названия Параськины озера. Но вы посмотрите на саму скульптуру, ведь детям показывать, пожалуй, будет невозможно. Это еще одно впечатление, еще один взнос в общий имидж республики. Ну и, наконец, словарь обсценной коми-лексики. Я считаю его очень полезным в этом контексте. Ведь, когда мы знакомимся с незнакомыми нам языками в неформальной обстановке, что мы чаще всего спрашиваем? Ну и самый здесь классический пример, конечно, советской армии. С чего начиналось знакомство у солдат, у новоприбывших в казармы солдат с, опять же, региональными, иностранными, по сути дела, тем более сейчас, языками. Всем понятно, с каких слов и выражений начиналось это знакомство. В этом смысле, когда потребуется выразить впечатление о, прямо скажем, смазанном столетии республики, достаточно войти в образ Бабы Йомы или изображенной Бабы Параськи, и обсценный словарь окажется здесь воистину бесценным. Всего вам доброго.